Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Подготовка персонала гражданской авиации, вопросы издания детских книг на абхазском языке, благоустройство пантеона. Эти и другие вопросы обсудили в правительстве. В Абхазском государственном университете подвели итоги Олимпиады школьников «Путь к вершинам». Город С. Под таким названием в Центральном выставочном зале Союза художников открылась фотовыставка Налы Авицба. Концертная программа, аниматоры, шоу мыльных пузырей, различные игры и конкурсы. В новом районе прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина новым послом России в Абхазии, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации. Шургалин ранее занимал пост замдиректора 4-го департамента стран СНГ МИД России, в ведение которого входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия и Южная Осетия. Подготовка персонала гражданской авиации, вопросы издания детских книг на абхазском языке, благоустройство пантеона. Эти и другие вопросы обсудили в правительстве. На очередном заседании Кабинета министров было рассмотрено более 15 вопросов. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардани. В начале заседания члены правительства утвердили проект плана подготовки персонала гражданской авиации Республики Абхазия на 2022-2025 годы, которые реализуются в рамках работы над восстановлением международного аэропорта в городе Сухум. В ближайшие несколько лет мы будем совместно с Министерством транспорта Российской Федерации реализовывать указанный план мероприятий, который определяет потребности в подготовке персонала, формирование непосредственно плана графика, и прохождение обучения специалистов в Республике Абхазия в вузах Российской Федерации. Александр Анклаб подчеркнул, что для реализации проекта по возобновлению работы Сухумского аэропорта и авиасообщения в целом необходимы квалифицированные специалисты. Как вы знаете, все специалисты, кроме тех, кто подготовлен по военной линии, это специалисты прошлых времен, имеющие богатый опыт, но возраст, к сожалению, в данном случае берет свое. И Абхазии очень нужны сегодняшние профессионалы летного дела и другого, наземные службы, и так далее. И соответствующие российские структуры оказывают нам очень важную поддержку. И мы не можем поступить иначе, как рассмотреть, принять этот документ и поддерживать его в ходе всей работы. С техническими специальностями в Абхазии у нас дела неважные. Реальный перекос гуманитариев. Следующим вопросом был одобрен порядок подтверждения электрических мощностей в республике и присоединения электрических мощностей к организациям, юридическим лицам, госорганам. Были приняты ряд решений, которые регулировали порядок присоединения электрических мощностей по организациям, юридическим лицам, государственным органам и другим организациям, присоединение которых осуществлялось еще в советский период, соответственно, и регулировалось далее постановлением Кабинета министров от 2009 года. Впоследствии, в связи с тем, что данный процесс не получил должной реакции и работа не была проведена полноценно с точки зрения завершения всех необходимых процедур. В 2018 году было принято соответствующее постановление Кабинета министров со сроком действия до 1 января 2020 года. И надо отметить, что и этот период тоже не был использован для урегулирования данных взаимоотношений между единым оператором и, соответственно, потребителями. В этой связи, учитывая многочисленные обращения в адрес правительства Республики Абхазия об урегулировании данного вопроса, мы вносим на рассмотрение проект постановления, который определяет временные рамки для проведения указанной работы, и определяется срок до 22 декабря 2022 года. Соответственно, для того, чтобы единый оператор и те потребители, которые должны в рамках данного проекта провести необходимую процедуру, предлагается, соответственно, дать информацию в средства массовой информации
информации для подготовки и реализации указанных норм. Считаем обоснованным данный подход, потому что очень большое количество организаций в данном случае оказалось вне правового поля. Члены правительства утвердили персональный состав межведомственной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2022». В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Сергеем Пустоваловым, вошли более 11 представителей законодательной и исполнительной ветвей власти. Также был утвержден проект меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по делам молодежи и спорту и Российским федеральным агентством по делам молодежи в области молодежной политики. Затем члены правительства утвердили состав коллегии Госкомитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Такая необходимость возникла в связи с тем, что председатель коллегии Беслан Халваш избран депутатом парламента. Вместо бывшего председателя Госкомсвязи в состав комиссии входятся 2 человека. Это нынешний председатель Госкомсвязи Берулава и директор департамента надзора в сфере связи Ильсуков Андрей Викторович. Члены правительства внесли изменения в порядок оформления разграничения госсобственности и формирования реестра собственности. Под номером 117 от 2002 года была произведена разграничение госсобственности на местную и республиканскую. Однако процесс разграничения собственности продолжается и по сей день не будет продолжаться, так как те объекты, которые в соответствии с тем вышеуказанным постановлением тогда не попали ни в республиканскую, ни в местную собственность, автоматически относят к республиканской собственности. Так гласит это постановление, действующее законодательство. Но в последующем администрации городов и районов обращаются к нам, в республиканские органы, с просьбой передать в их ведение некоторые объекты, не носящие общереспубликанского значения. В этой связи есть соответствующее обращение городской администрации о передаче им объектов под названием Айрарии, это в Кадорском шоссе. Оценочная стоимость здесь небольшая, 356 тысяч в одном случае, 184 тысячи в другом случае. Мы считаем, что эти объекты действительно носят такой местный характер по своей значимости, и мы соглашаемся. В кабинет министров обратилась администрация Гудаутского района с просьбой передать в ведение местного самоуправления здание незавершенного строительства оздоровительного комплекса бывшего Госбанка СССР в Гудауте. Кабмин поддержал данный проект. Достроенный объект, который сегодня приводят в порядок. Так, Беслан Сергеевич? Вот где бы ты ни находился, горожане говорят об этом. Слава Богу, наконец-то. Если с этим объектом и с другими будет происходить то же самое, это только в большую пользу бюджетам. Это и рабочие места. Обществу с ограниченной ответственностью «Емилия-222» передан в аренду второй корпус пансионата «Рица». Объект с 2002 года был в аренде у других лиц, но так как условия аренды не были выполнены, договор потерял силу. К нам неоднократно обращались с просьбой о приватизации данного объекта. Объект является памятником историко-культурного наследия, и мы категорически на это не пошли, хотя соответствующее решение парламента имеется о том, что объект подлежит приватизации. Мы говорим исключительно об аренде этого объекта. Кабмин утвердил тематический план госзаказа на издание художественной и иной литературы в текущем году Абхазским государственным издательством. В рамках обсуждения этого вопроса было отмечено, что есть большой спрос на детские книжки на абхазском языке. Когда был фонд развития абхазского языка, тогда они издавали в хорошем оформлении детские книжки. Они до сих пор пользуются большой популярностью, но, к сожалению, уже 5, 6, 7 лет они не издаются, это не работает, этот фонд. Очень большая необходимость и большой спрос. И надо решать вопрос о том, чтобы организовать, скорее всего, при государственном издательстве отдел детской литературы. На абхазском языке в первую очередь. Члены правительства, я уверен, все сидящие здесь поддерживают. Детская литература нам нужна более чем.
5 из 16 вопросов повестки заседания Кабинета министров касались предоставления земельных участков фирме «А-Легенда». Предоставляется в постоянное пользование почти 2 гектара земли в селе Приморское для строительства санаторно-курортного объекта. Администрации Гудаутского района дано согласие на предоставление фирме «Содружество» 2022 земельного участка площадью 0,52 гектара в селе Хыбста для строительства гостиницы, а также на предоставление в аренду сроком на 15 лет участка Борису Деденову в городе Новый Афон под установку сборно-разборной конструкции объекта гостиничного типа. Здесь это реально сборно-разборная конструкция. А там другой не получится сделать. Ну, иногда у нас получается железобетонный. Ну, там оползневые чуть участки, это железобетонный, просто все снесет, а смысла нет. У нас нет таких примеров? У нас много таких примеров. Когда на бумаге сборная конструкция, в реальности железобетонная. Следите за этим. В завершении заседания премьер-министру Александру Анкваб доложили о том, как обстоят дела с Сухумским пантеоном. Министр культуры Даур Кови отметил, что на днях силами администрации Сухума проведена расчистка территории пантеона. Я основательной работой этим занимался лично в свое время Леонид Иванович Кокербаев с руководством города того времени. И многое там было сделано, приведено в порядок. Но, как видно, снова это пришло, запустение, и нашлись мерзавцы, я прошу прощения за такие выражения, которые позволили себе осквернить могилы, осквернить надгробия. Решение нами принято по поводу того, что это надо восстановить. Да? Конкретизируйте мнение, кому это, раз по сегодняшний день такое состояние, юридически оформить, закрепить. И, как мы видим, там нужна охрана уже. Коли у нас в обществе есть люди, которые могут себе позволить подобное. По вашему поручению я приглашал наших художников. Мы говорили, уже дали поручение о том, чтобы отлить, уже восстановить эти надгробия, как они были в первоначальном виде. Но, конечно же, там нужно в обязательном порядке устанавливать, там нужно будет круглосуточную охрану ставить. Вот. По периметру забор, который стоял, к большому сожалению, его нет. А куда он делся? А я не знаю, его, видимо, разобрали. Капитальный забор тогда был нами сделан. Его нет. Михайлович, так? Совершенно верно. Там есть только ворота, которые настежь открыты, и все. По всему периметру ворот просто нет. Ну, забора нет. Премьер-министр поручил контролировать ситуацию на объекте и через месяц или два доложить о проделанной работе. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вице-спикер Народного собрания Астамур Аршба и депутаты парламента Алхас Барцыц и Эрик Эрштуни рассказали об итогах расширенного заседания Комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которое состоялось 25 мая в Москве. Смотрите интервью в нашей программе сразу после новостей. В Нальчике прошла церемония награждения государственными наградами Республики Абхазия добровольцев-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. С почетной миссией в Кабардино-Балкарию выехала делегация во главе с вице-спикером Народного собрания Фазлыбой Мавицбом. В церемонии награждения приняли участие депутаты парламента КБР, руководители территориальных подразделений федеральных органов России, руководители общественных объединений. В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся Абхазский форум, проводимый по инициативе МИД Абхазии. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России и представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве. Обсуждались такие вопросы, как упрощение перехода российско-абхазской границы, возобновление авиасообщения, привлечение в страну инвестиций. Ключевая задача форума заключается в презентации российской аудитории социально-экономического потенциала республики. Освещались достижения в контексте развития российско-абхазского межгосударственного взаимодействия. В 2022 году абхазские форумы также пройдут в Туле, Ростове-на-Дону и Подмосковье.
Очередной 56-й раунд международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье планируется провести в июне, сказал заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба. По его словам, в условиях напряженной международной ситуации этот формат переговоров приобретает особую роль и является одним из немногих работающих каналов коммуникации. За многолетнюю плодотворную работу, вклад в воспитание подрастающего поколения, почетное звание «Заслуженный работник культуры Абхазии» присвоено концертмейстеру Государственного детского хореографического ансамбля «Абаза» Марине Агумава. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжани. В Вагу прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Олимпиады школьников «Путь к вершинам». В этом году в ней приняли участие более 320 человек со всех районов Абхазии. По итогам к зачислению на первый курс без вступительных экзаменов рекомендованы 124 участника. В церемонии награждения приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Алхас Квициня и советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа. Впервые Олимпиаду провели в 2019 году. В последующие годы проект не проводился из-за пандемии. Программа Олимпиады составлена на основе школьной программы. Она включает теоретические и практические задания. Цель Олимпиады – поиск талантливой молодежи и оказание содействия профессиональной ориентации. Количество выпускников школ Абхазии, принимавших участие в Олимпиаде школьников «Путь к вершинам», проводимой Абхазским государственным университетом, составило 321 участник. 22 из них стали победителями Олимпиады, еще 22 – серебряными призерами и 14 участников Олимпиады – бронзовыми призерами Олимпиады. Те участники Олимпиады, которые не набрали достаточного количества баллов, но продемонстрировали высокие знания по профильным предметам, решением приемной комиссии рекомендованы к зачислению на направление подготовки специальности на тех, где в рамках контрольных цифр приема достаточное количество бюджетных мест на бюджетную основу обучения. И на те направления подготовки, где количество бюджетных мест ограничено, на платную основу обучения. Город С. Под таким названием в Центральном выставочном зале Союза художников открылась фотовыставка Налы Авицба. Экспозиция, на которой представлено около 30 работ, посвящена городу Сухум. Репортаж Лауры Капш. Окружающий нас мир без преувеличения прекрасен, но вот замечаем мы это в повседневной суете крайне редко. Но есть люди, над которыми суета не властна. Это фотографы, чья цель – остановить прекрасные мгновения жизни и оставить память о них грядущим поколениям. Так, в Центральном выставочном зале Союза художников открылась фотовыставка Налы Авицба под названием «Город С». В экспозиции представлено около 30 работ, которые были сделаны несколько месяцев назад. Выставка посвящена столице Абхазии – Сухуму. Как отмечает Нала Авицба, это ее история взаимоотношений человека и города. Город – это люди прежде всего, а взаимоотношения между нами, людьми, очень сложные, очень непростые, правда? Вот в каком-то смысле это попытка прикоснуться к этому больной немножко теме, да? Взаимоотношения между людьми, между средой городской, между нами. Я хочу объяснить, что я меняюсь, и отношение к нему меняется, и он настолько изменился, что от моего города детства уже ничего не осталось, понимаете? Это с каждым человеком происходит. Фотографии рождались сериями. Что-то из архитектуры, что-то из настроения городских пейзажей, а также присутствует морская тематика. Одним словом, выставка отображает постоянную трансформацию и взаимоотношения автора с городом. Ведь когда человек взрослеет, отношение к среде, в которой он живет, меняется. Нала всегда выбирает какую-то определенную тему. Несколько лет назад здесь была выставка, посвященная театру. Да? Конкретно какому-то спектаклю, театру. В 2013 году, я помню, была тоже интересная выставка после фильма «Акумжуа». И каждая выставка Налы, на мой взгляд, это какой-то определенный этап, какой-то интерес художника, причем художника-исследователя и наблюдателя.
И сама выставка, она интересна тем, что город – это ее пространство, где она родилась, выросла, развивалась, открывала для себя какие-то новые истории. И поэтому такой вот взгляд художника, фотографа, наблюдателя, на мой взгляд, он будет очень интересен зрителю. У посетителей выставки есть возможность увидеть привычный Сухум глазами Наалы Авицба, а также окунуться в ее воспоминания из детства путем небольших фраз и цитат, которые здесь представлены. Глазами Наалы в наш город еще больше влюбляешься. У нее безупречный вкус и такое вот своеобразное видение кадра. Ну, вообще выставка замечательная. Я желаю ей творческих успехов и всего-всего самого наилучшего. Какая фотография вам больше всего понравилась и почему? Ну, вы знаете, вообще у нее все работы интересные. Не могу именно одну выделить, потому что вот игра на поверхности воды вот просто притягивает. И игра света, вот закат у нее необыкновенный. И вот эта работа совершенно изумительная. Если вы обратите внимание, вот все вот как бы вокруг темно, и свет идет из окна, такой теплый свет, такой вот, ну что-то в этом есть, на мой взгляд. Я сама как бы увлекаюсь фотографиями, и поэтому все ее творчество, оно мне знакомо. Нала сумела выразить все свои эмоции, все свои чувства, которые она испытывает к своему городу. Вот. Наш город прекрасен, наша страна прекрасная, и я чрезмерно рада, что есть такие люди, которые передают всю красоту. Выставка под названием «Город С» продлится до конца недели. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В преддверии Международного дня защиты детей по инициативе депутата парламента Астамура Герхелия и при поддержке столичной администрации в новом районе прошло праздничное мероприятие. Концертная программа, аниматоры, шоу мыльных пузырей, различные игры и конкурсы. Словом, праздник получился на славу. Репортаж Сарии Кварасхелия. 1 июня – это не только День защиты детей, но и начало долгожданного лета, которое очень любят и дети, и взрослые. В мае погода не слишком баловала жителей и гостей Абхазии теплом и солнцем, но этот день оказался по-настоящему летним. А значит, можно интересно провести время с детьми не только в закрытых игровых центрах, но и на свежем воздухе. Так, по инициативе депутата парламента Абхазии Астамура Герхелия и при поддержке столичной администрации в новом районе прошел праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей. Помимо концертной программы, организаторы пригласили аниматоров, которые вместе с детьми активно участвовали в различных играх и танцевальных конкурсах. В праздничном мероприятии принял участие и спикер парламента Лаша Ашуба, который пожелал ребятишкам счастливого детства. Хотел бы пожелать каждому ребенку беззаботного неба над головой, мирного неба над головой, веселого и доброго детства. И дай Бог, чтобы все эти вещи долгое-долгое время сопровождали наших детишек. С Днем защиты детей. Отдельную благодарность хотел бы выразить Астамуру Герхелия, депутату парламента, который в одном из самых многочисленных и густонаселенных районов Сухума провел такой добрый праздник. Концерт ко Дню защиты детей собрал не только маленьких жителей нового района, но и всего города. Детский смех и хорошее настроение царили в парке, а особый восторг и у взрослых, и у детей вызвало шоу с мыльными пузырями. Я рада сегодня, что мы оказались на таком празднике, посвященном нашим дорогим детям. Это самое главное сокровище для нас. Мы живем ради них. Желаем мирного неба нашим детям, счастья, благополучия. Отличный концерт, очень хороший. Мне понравились все выступающие на этом концерте. Кто будет поступать в этом году, чтобы благополучно сдали экзамены. Всем нашим детишкам хорошего отдыха летнего. Всем желаю мирного неба над головой,
все дети на земле, пусть будут они самыми здоровыми. Мероприятие завершилось праздничным салютом. Сария Кварацхеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду, 1 июня, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. К концу дня местами возможен слабый дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.